Если вам кажется, что полезный грузинский хачапури – это несовместимые словосочетания, тогда позвольте вас разубедить. Для этого нам понадобится 100 граммов 5% творога, 50 граммов рисовой муки, 2 яйца, сыр сулугуни, пол чайной ложки разрыхлителя и щепотка соли. Берем сыр сулугуни и натираем 30 граммов. Будем использовать именно этот сыр, потому что при плавлении он имеет наиболее эластичную консистенцию. От одного яйца отделяем желток, не выбрасываем его, он нам еще пригодится. К белку добавляем творог и разминаем вилкой. К полученной творожной массе добавляем 50 граммов рисовой муки, разрыхлитель и соль. Замешиваем тесто, оно должно оставаться немного липким. Формируем руками лодочку, а по ее краям делаем бортики. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой и выкладываем туда наше будущее блюдо. Берем оставшийся желток и смазываем им лодочку. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. По прошествию времени достаем ее и посыпаем тертым сыром. Отправляем еще на 10 минут. Слово хачапури состоит из двух частей. Хача – это творог, а пури – это хлеб. Через 10 минут делаем небольшую ямку в центре и вбиваем туда один желток. Отправляем в духовку еще на пару минут, чтобы он схватился. Готовое блюдо подаем к столу с пылу с жару, посыпав паприкой и свежей зеленью. Ешьте его горячим, пока не застыл желток, и он обязательно порадует вас невероятным вкусом с самого утра. Приятного аппетита!